Всем привет! С вами Куркума и Welcome to Jamrock, первый русскоязычный канал о жизни и культуре Ямайки. Если вам интересна эта тема, то советую подписаться. Здесь вы найдете самую разную информацию: переводы дансхолл-треков, рассказы о легендарных артистах, уроки языка и истории, библиотека, интервью и ток-шоу и, конечно же, новости Ямайки. Сегодня в выпуске: премии, праздники и криминал. Как начался февраль на Ямайке? Слово не воробей. Почему Бенниману пришлось извиняться перед жителями Тринидада? Топ Шата is back. Как проходит путешествие Вайбса Картеля в Штаты? Последний раз виделись с вами еще в январе. Прошлую неделю я, каюсь, пропустила. Отмечала дни рождения. Сначала свой, а потом Боба Марли. Новостей за это время накопилось порядочно, поэтому позволю себе проговорить их быстро, так сказать, без глубокого погружения в тему. А если у вас останутся какие-то вопросы, то буду рада увидеть их в комментариях. Итак, как начался февраль на Ямайке? В первую очередь, конечно же, с результатов Грэмми. Их объявили 2 числа во время торжественной церемонии в Лос-Анджелесе. Приз за лучший регги-альбом в этом году отдали саундтреку к фильму «Bob Marley One Love». Также на престижную премию были номинированы работы Шенси, Коли Батса, Вайбса Картеля и группы The Wailers. Но почетный кубок все-таки достался музыке из нашумевшего фильма о Бобе. Альбом включает в себя 10 треков, представляющих свежие интерпретации культовых песен легенды регги. В работе над проектом приняли участие многие ямайские артисты, среди которых, например, такие звезды, как Шенсия и Скип Марли. И награда Bob Marley One Love в итоге была воспринята ямайской публикой как коллективная победа всех исполнителей, работавших над записью альбома, хотя фактически статуэтки достались только выпустившим проект лейблам Tuff Gong и Island Records. Эта победа особенно символично смотрелась в контексте 80-летнего юбилея Боба Марли, который праздновался во всем мире 6 февраля. Продолжая тему наград, отмечу также, что 4 числа в Кингстоне прошла 3-я ежегодная церемония вручения премии Мекка, где награждались не только артисты, музыканты и продюсеры, но и представители других профессий, вносящие достойный почтения вклад в развитие культуры. Например, танцором года стала Rebel. Она же получила звание самого популярного блогера. Ивентом года был объявлен Freedom Street, лучшим развлекательным медиа в соцсетях стал аккаунт Main Dangers, а популярное YouTube-шоу The Fix получило почетное звание подкаста года. Следующая важная новость касается легендарного регги Самфеста. На прошлой неделе объявили, что в 2025 году фестиваль пройдет с 13 по 19 июля. Так что вы уже можете брать в расчет эти даты, планируя свою летнюю поездку на остров. И хотя лайнап еще неизвестен, многие ямайцы уже уверены в том, что одним из хедлайнеров станет никто иной, как Вайбс Картель. И мне, кстати, такой исход событий тоже кажется весьма вероятным. Но о короле будем говорить чуть позже. Сейчас хочу еще немного рассказать о других дансхолл-исполнителях. Радостной новостью недавно поделился танцор и начинающий артист Kaka High Flames. На днях он подписал контракт с лондонским звукозаписывающим лейблом Out The Records, с которым также работают такие звезды, как Skillibeng, Бейка, Cranium и DJ Mag. Поздравляем молодого исполнителя с таким мощным достижением и желаем дальнейших творческих успехов. Менее позитивные известия касаются Киприча и Скипсы. Эти дансхолл-артисты попали в список лиц, представляющих интерес для полиции Сент-Кэтрин. Он был опубликован на прошлой неделе и всего включил в себя около 20 человек. По мнению полицейских сил Ямайки, эти люди могут помочь им в проводящемся сейчас расследовании. Артистов просят немедленно связаться с детективами полицейского участка Спэништауна. Фанаты уже активно строят догадки о том, к какому из недавних преступлений они могли бы быть причастны. Официальных комментариев от самих артистов или их представителей пока что не поступало. Мы продолжаем следить за развитием событий.
Вот уже второй месяц на Ямайке не утихают споры о том, кто сейчас является королем дансхолла. Точнее, не утихают попытки Биннимана доказать, что это именно он и никто иной достоин короны. Защищая титул, он сейчас старается как можно чаще появляться на публике и активно дает интервью. Но как будто бы далеко не все выступления артиста идут на пользу его имиджу. Будучи в Штатах, Бинни принял участие в популярном подкасте Drink Champs и в результате словил немало критики в комментах, причем сразу по нескольким поводам. Сначала исполнитель сел в лужу, объясняя значение своей знаменитой фразы «Загазу». Бинниман заявил, что эти слова используются для обозначения большого женского зада. Zagazao mean big ass. A big ass. Zagazao, zagazao, zagazao. Артист также сообщил, что он является Ашанти из Ганы, и выражение «загазу», согласно его словам, в местном языке применяется как раз в значении «большой поп». I'm Ashanti. You can go to Ghana and ask them what zagazao mean. Этот эпизод моментально завирусился в соцсетях, где артиста попросту подняли насмех в комментариях. Ямайцы писали, что никогда не слышали об этом значении и признавались, будто думали, что «загазу» — это что-то типа «вагван», то есть «привет, как дела?». Также встречались предположения о том, что эта фраза — один из множества популярных на Ямайке призывов начать вечеринку. Но никто и предположить не мог, что знаменитое выражение хоть как-то связано с женским телом. Нашлись среди пользователей и люди из Ганы, которые тут же сообщили, что в языке Ашанти не существует такого выражения. Местные жители его, конечно, знают, но это не их фольклор. В некоторых комментариях даже отдельно подчеркивалось, что в данном языке в принципе отсутствует звук «с», поэтому корни «загазу» никак не могут находиться в Гане. Комментаторы окрестили артиста клоуном и лжецом, единогласно сойдясь на том, что в его словах нет ни капли правды. Другой ошибкой, которую Бинниман совершил во время подкаста, стало упоминание традиционной тринидадской еды – даблс. По сути, это сэндвич из двух обжаренных хлебцев с начинкой из чанна, то есть нута с карри. Это блюдо считается культовым в Тринидаде и продается там на каждом углу. Ну и, конечно, его очень любят все жители этого острова. А Бинниман вдруг взял и ляпнул, что даблс не входит в список его любимых блюд, потому что, цитата, его даже собаки не едят. No, I love Trinidad. What? I don't eat doubles. Dog don't eat doubles. I don't eat nothing that dog don't eat. Thank you. Тринидадцы, конечно же, оскорбились и оставили в соцсетях массу возмущенных комментариев в адрес Бинни. Раздавались даже призывы отменить следующее запланированное в Тринидаде выступление артиста и бойкотировать его музыку. Увидев такое развитие событий, Бинниман поспешил извиниться перед жителями Тринидада. I am greatly apologizing to all Trinidadians that live around the world that eat doubles. Лично мне кажется, что столько ерунды во время подкаста артист наговорил попросту с пьяну. Шоу Drink Champs предполагает активное употребление алкоголя, и Бинни в этом отношении не стал исключением из правил. В разделе комментариев многие отметили, что артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причем некоторые использовали для этого фразу из свежего трека Картеля Straight Vibes, намекая не только на то, что Бинни перебрал с алкоголем, а еще и на то, что в битве за корону у него нет никаких шансов против Картеля. Кстати, Vibes вскоре тоже появился в студии Drink Champs и довольно емко прокомментировал ситуацию с даблс. Do you eat doubles? I love doubles. Doubles is like fucking. No, seriously. Doubles in Trinidad is like jerk chicken in Jamaica. What's your favorite version of doubles? My favorite version of doubles is the one that dude don't like. Jamaica, Jamaica! Как вы уже знаете, ни один наш выпуск в последнее время не обходится без новостей про Вайпса Картеля. Король дансхолла снова на свободе и постоянно радует нас новыми поводами для обсуждения. Есть о чем поговорить и сейчас, ведь в данный момент он живет свою лучшую жизнь в США, где оказался впервые за 20 лет. Как я уже упоминала ранее, легендарный артист был номинирован на Грэмми и прибыл в Штаты за пару дней до церемонии. Конечно же, вместе со своей очаровательной невестой Сидем и в сопровождении продюсера Скотта Баррелла.
который с недавних пор постоянно появляется на публике вместе с Картелем. Несмотря на то, что заветный граммофон Vibes не выиграл, сама Грэмми однозначно прошла для него успешно. Например, артист красиво отметился на красной ковровой дорожке, раздавая интервью в модном синем смокинге. И забавно пообщался с популярным стримером Каем Сенатом. Тот осыпал Картеля комплиментами и пообещал провести с ним совместную трансляцию. После церемонии Адиджа успел встретиться со своим старым другом Баста Раймсом. Судя по фотографиям, размещенным в соцсетях, артисты отлично провели время в студии звукозаписи. Так что скоро нас, видимо, ждет новый совместный трек. И думаю, это будет что-то мощное. Кстати, то же самое можно сказать и про долгожданную коллаборацию Картеля и диджея Каледа. После Лос-Анджелеса мистер Палмер прилетел в Майами и наконец встретился с популярным продюсером, который известен своей любовью к ямайской музыке, да и вообще всему острову в целом. Калед уже работал с такими легендами, как Кейплтон, Сизла и Буджу Бантон. И уже давно открыто респектовал Картелю, поэтому, само собой, тоже пригласил его в свой огромный особняк, где постоянно тусуется с разными звездами. Опять же, если судить по фото в соцсетях, то музыканты сразу засели за работу в студии Каледа. При этом, кстати, распевая новый фирменный ром Вайпса, который тот не забыл прихватить с собой в Штаты. В общем, из своего путешествия в Америку Картель точно привезет много свежего материала на радость своим фанатам. Еще бы с Мавадо увиделся, тогда бы и моему счастью не было предела. И не только моему. Многие очень ждут историческое воссоединение двух когда-то непримиримых соперников, которые затем стали друзьями. Но в любом случае у Вайпса теперь есть американская виза, так что их встреча с Мавадо лишь вопрос времени. К слову о встречах Картеля. Во время американского турне он, само собой, уже успел раздать несколько интервью разным блогерам. Так что можете изучить на досуге. Мне особенно понравился разговор с молодой девушкой из Панамы. Очень классно и весело они пообщались. Особенно мило, как Вайпс рассказывал, каково ему быть дедушкой, и признался, что Сидем раздражает его храп. What is one thing that you do that annoys your wife the most? Snoring. She hates it. She literally buys the earplugs. Yes, she hates it. Sorry, babe. Как видите, даже королям дэнс-холла ничего человеческое не чуждо. Jamaica, Jamaica. На этом у меня все на сегодня. С вами была Куркума и новости Ямайки. Увидимся через неделю.